Во всем мире НДС – один из основных налогов, который приносит доход в бюджет государства. При этом некоторые предприниматели, в частности, на недавнем заседании профильного парламентского комитета, отмечали, что налог лежит тяжелым бременем на бизнес-сообществе. В частности, как заявил председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава, спад торговли в 2017 году составил не менее 30%. Более того, многие предприниматели якобы были вынуждены закрыть свой бизнес. Однако, по словам экономиста Ахры Аристава, эти данные не соответствуют действительности. Спад, зарегистрированный управлением статистики, это официальный орган, куда сдают отчеты предприниматели, в оптовой торговле составил чуть более 11%, но не 30%. Спад, зафиксированный в импорте, составил более 4,5%. И это реальные цифры, значит, которыми, я думаю, что спорить будет очень сложно. Касаемо сбора НДС на таможне. Таможня, значит, по сравнению с 2016 годом перевыполнила план по НДС на 1%. Там тоже говорить о том, что то есть давать такую информацию, я считаю, что все-таки в связи с тем, что была полная поддержка, включая и Ромы Кочарава, встречные были встречи с президентом, встречи в правительстве. Никто не спорит с тем, что надо проводить реформы, доводить закон до совершенства. Все только за. А вот так вот, значит, я бы назвал кошмарить ситуацию, непроверенной, недостоверной информации, это не будет способствовать именно реформам. Как считает Ахра Аристава, на спад в торговле повлияло несколько факторов, и говорить о том, что главной причиной этого стало введение НДС, нельзя. Безусловно, это связано с тем, что есть санкции западные в России, есть ситуация с оплатой труда в России. Это отражается, конечно же, на туризме. И мы сегодня не можем говорить, что вот только НДС, значит, во всем виноват. Дополнительно меньше мы продали товаров за границу, вы знаете ситуацию с рыбной переработкой и сельхозпродукцией, та же ситуация с клопами. То есть тут факторов очень много. НДС является косвенным налогом, который, в отличие от прямого, переносится на конечного потребителя. Введением НДС можно объяснить рост цен в Абхазии на рынке товаров и услуг. Но почему же тогда цены на товары, на которые не распространяется НДС, также выросли, например, на продукты питания или лекарства? Налог на добавленную стоимость существует в большинстве развитых стран мира. Различаются только ставки и их количество. Например, в России верхняя ставка составляет 18%. В Абхазии же ставка НДС 10%, и она одна из самых низких. Очень важно к реформам в этом направлении подходить пакетно и комплексно, считает Ахра Аристава. Только в этом случае можно будет говорить о реформах в отраслях экономики. Реформа того же валютного контроля, реформа НДС, реформа специального налога пакетно поступала в парламент и уже несколько лет, еще прошлый созыв парламента рассматривал только лишь с одной целью. Дело в том, что законы были направлены именно на то, чтобы вывести из тени часть оборота и то, что просят предприниматели, создать равные условия, честные условия ведения хозяйственной деятельности. В экономической сфере мы не можем переходить к отраслевым реформам. У нас, например, у торговли нет отраслевого регулирующего законодательства, у промышленности, у сельского хозяйства. Нам надо поддержать крестьян и все. Но в первую очередь надо создать честные, прозрачные условия ведения бизнеса. Пока мы это не сделаем, поэтому мы рады, мы приветствуем, что
комитет в целом и председатель комитета именно пакетно подходит ко всем этим реформам. В парламенте будет создана рабочая группа по разработке изменений и дополнений в закон о НДС. В группу войдут депутаты, представители Минфина, Министерства по налогам и сборам, таможни, бизнес-сообщества и эксперты. Возможно, членам рабочей группы удастся найти оптимальный вариант, при котором интересы и государства, и предпринимателей будут учтены. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.